Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Обнаружилась декоративная тарелка, предположительно работы Пикассо, находившаяся в розыске. Это и другие итоги заседания правительства в нашем репортаже. Пособие академического уровня «Аквафон» оказал спонсорскую поддержку для издания учебного пособия по изучению абхазского языка для детей дошкольного и школьного возраста. Ассоль дождалась Грея на сцене Русдрама, предновогодняя премьера детского спектакля «Алые паруса». Начнем с официальной хроники. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел еженедельное совещание с руководством правительства и администрации президента. Участники совещания обсудили текущие вопросы жизнедеятельности страны, в частности, положение дел в энергетической отрасли. По информации генерального директора РУП «Черноморэнерго» Зураба Багапш, ежесуточное потребление электроэнергии на 26 декабря составляло более 10 миллионов киловатт-час. Тот лимит, что был предоставлен российской стороной, позволил сохранить небольшой объем электроэнергии. Благодаря этому сейчас она подается без ограничений, все веерные отключения отменены. Багапш также рассказал об установке приборов учета потребления электроэнергии и ходе ремонта на линии Ачкуара. Счет собственных средств нами было закуплено в рассрочку 2200 приборов учета. Это программа идет еще с 2021 года, они уже все установлены. Затем те 100 миллионов, которые были заложены в бюджет, на них также были приобретены 8 тысяч с лишним приборов учета. Их установка в данный момент продолжается. Установлено более 3300 приборов учета и инсталлировано. Но есть один нюанс. Приборов устанавливается больше, но в связи с тем, что были верные ограничения, для того, чтобы приборы прописать должным образом, чтобы сервер их видел, на это нужно 14 часов беспрерывной работы. А у нас, к сожалению, такого не было. Вот сейчас, в связи с тем, что ограничений нету и отключений, наверстывается упущенное, и приборы прописываются и устанавливаются в данный момент в городе Сухум, устанавливаются в Афоне и будут устанавливаться в Гудауте. Приборы двух фирм, российской и белорусской, как я уже говорил. Мы надеемся ускорить после Нового года установку ряду фирм. Дали подрядные работы для того, чтобы ускорить процесс установки. Потому что если собственными силами мы будем устанавливать, это будет все дольше в связи с тем, что аварийность в связи с зимним сезоном высокая, и наши работники физически могут не успеть весь объем установить в должные сроки. Поэтому хотел бы уточнить единственную вещь, которая связана с перетоками. Как вы знаете, идет ремонт на линии Ачкуара. В данный момент российская компания, подрядчик, выполняет работы по замене провода старого на новые от первой перепадной ГЭС до 10-й опоры. Она не была сделана, в самом начале ее не успели сделать. Все остальное они перевесили, натянули. Была небольшая задержка с зажимами, которые соединяют провода с шлейфами. Машина опоздала на 3 дня, но это российская компания-поставщик. Вот сейчас они занимаются установкой этого. От Кварчал-Грэса уже линия выходит, ее подсоединили. Ранее это не было сделано, не успели. Сейчас подсоединили, ее подсоединяет наш специалист Черноморэнерго, и они уже начали идти от Кварчал-Грэса в сторону первой перепадной устанавливать грозотрос. То есть работы идут на нескольких этапах. Была установлена портальная опора в селе Бедия, в селе Кухора была установлена дополнительная опора, чтобы поднять уровень провисания провода. То есть работа идет. Но, что я хотел уточнить, даже в случае, если Ингургэс сегодня имел бы возможность накопить определенный объем электроэнергии, запитаться мы до окончания работ со стороны Ингургэса по Ачкуаре не сможем, а она основная линия. Поэтому получается, что до окончания всех работ у нас основной источник для подпитки – это Российская Федерация. Согласно распоряжению президента Аслана Бжани о внесении изменений в состав комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, в состав комиссии включены депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия Бадри Пилия и Кан Кварче. Создан Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии при президенте Республики Абхазия в целях обеспечения эффективной реализации государственной политики в области социальной защиты ветеранов. Образовать Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии при президенте Республики Абхазия, говорится в указе главы государства, подписанном 27 декабря.
Реакция на Ахтзябша выражает протест в связи с награждением Александра Анкваба орденом чести и славы. В своем заявлении Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруа». В документе, в частности, отмечается: мы выражаем свое возмущение и протест указом президента Аслана Бжани о присвоении ордена чести и славы первой степени экс-президенту, ныне премьер-министру Александру Анкваб. Высшие награды государства первой степени должны награждаться люди с безупречной репутацией, кто внес неоценимый вклад в развитие страны по различным направлениям. Ровно такие величины состоят в когорте высшей государственной награды страны Ахтзябша первой степени. Между тем, по нашему глубокому убеждению, главный вклад Анкваба заключается в разделении нашего общества. Мы уверены, что время все расставит на свои места. Нам необходима ревизия ошибок в послевоенной Абхазии, потому что после нас придут следующие поколения, которые дадут оценку значимости всех событий в истории Абхазии. Конец цитаты. С полным текстом заявления АРУА можно ознакомиться на официальных ресурсах ветеранской организации. Обнаружилась декоративная тарелка, предположительно работы Пикассо, находившаяся в розыске. Об этом доложил главе правительства министр культуры Даур Ковы в ходе заседания Кабинета министров. Также на нем было рассмотрено 24 вопроса. Среди них цена изменения в порядок формирования тарифов на электроэнергию, внесение изменений в программу социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы и другие, преимущественно касающиеся приватизации и выделения земельных участков. Подробности в репортаже Марианы Котовой. Тарелка работы Пикассо, принадлежащая музею имени Гуля и хранившаяся в Национальном банке Абхазии, нашлась. Более месяца назад сотрудники музея забили тревогу. Куда делась реликвия? О ее местонахождении не мог сообщить никто. Было известно лишь то, что экс-министр культуры со своим заместителем изъяли ее из хранилища для экспертизы. Более месяца тарелка Пикассо находилась в розыске. Ее нашли там же, на экспертизе. Что касается тарелки, предположительно, работы Пикассо, она в начале 2022 года была передана на проведение экспертизы в Москве. На сегодняшний день тарелка возвращена, и мы сейчас решаем вопрос ее доставки сюда, в Абхазию. Но экспертизу тарелки так и не провели. По словам министра, ее еще только будут проводить. Почему тарелка почти год находилась на экспертизе, но так ее и не прошла, в Кабмине не объяснили. Картины находятся в Национальном банке на хранении. Тарелка также будет передана в Национальный банк на хранение. Далее будем рассматривать возможность выставить эти картины и тарелку либо в Государственном музее, скорее всего. Но это уже после проведения экспертной оценки и заключения. Кроме того, члены правительства рассмотрели 24 вопроса, все из которых одобрили. Первым утвердили создание программно-аппаратного комплекса Министерства экономики. Комплекс представляет собой программное обеспечение специалистов, которые будут оперативно обрабатывать данные всех министерств и ведомств. Такая работа необходима для анализа текущей ситуации и планирования экономики. В данном случае, как вам известно, у ряда уполномоченных органов Республики Абхазия формируются соответствующие программы, которые, формируются на основании сбора информации от юридических и физических лиц, поступающих от их деятельности. Однако данная информация, она не формируется в режиме онлайн и не может быть сконцентрирована в одном ведомстве для более полного эффективного отражения реальной картины и своевременности предоставления данной информации. Именно для того, чтобы совершенствовать данный процесс, для более полного охвата хозяйственной деятельности субъектов экономики и предлагается поддержать. На программно-аппаратный комплекс будет выделено 7 миллионов 353 тысячи рублей. Затем члены правительства установили стоимость бланка экскурсионной путевки в 32 рубля. Бланки доставляются из России, нужны для того, чтобы деятельность туристических компаний была как можно более прозрачной и подотчетной. В данном случае бюджет не будет получать назад компенсацию в 32 рубля. Это функция государства. В этой связи мы будем получать, соответственно, контроль за выручкой от реализации туристских услуг с помощью экскурсионных путевок.
И увеличение поступлений, да, налогов и сборов в бюджетную систему. Также министры одобрили подписание административного соглашения между Минсоцобеспечения и демографической политики Абхазии и Минтруда и соцзащиты России по применению соглашения РФ и Абхазии о пенсионном обеспечении. Речь идет о том, чтобы абхазская сторона взяла на себя обязательство возвращать российской стороне суммы, которые уходят на пенсии умерших из-за несвоевременного оповещения о смерти пенсионера. В случае, если не представление гражданами сведений, либо представление недостоверных сведений повлекло излишнюю выплату сумм пенсий и доплат к ним по законодательству Российской Федерации и соглашению на основании запроса отделения пенсионного фонда Министерства во взаимодействии с МВД, прокуратурой и другими органами проводит соответствующую работу. Но в случае, если в течение 1 месяца не возвращены данные средства, наша сторона несет, министерство несет субсидиарную ответственность. То есть мы возвращаем в пенсионный фонд эти средства. При этом у министерства остается право взыскивать от этих граждан, соответствующий наш бюджет, данные средства. Также единогласно министры приняли решение о внесении изменений в государственную программу социально-экономического развития Абхазии на 2022-2023 годы. Изменения касаются прежде всего зарплат, собственных доходов государства и собираемости оплаты за свет. Непосредственно это касается среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике, среднемесячной заработной платы бюджетников, собственных доходов государственного бюджета. И также также пункт дополнен повышением собираемости оплаты за потребленную электроэнергию с учетом реализации программы по установке приборов учета и недостижением тех целевых показателей, которые были предусмотрены ранее. Все остальное остается без изменений. Также Кабмин внес изменения в порядок формирования и применения тарифов на свет. Теперь те, кто потребляет больше 20 киловатт-часов в месяц, будут платить как предприниматели, то есть больше, чем физические лица. Решение это было согласовано с Министерством энергетики России и связано с тем, что большая часть подпольного майнинг-бизнеса ушла в частный сектор. Предлагается установить определенный норматив в объеме 20 киловатт. Свыше этого объема потребления применить повышенный тариф для потребителей, который приравнивается к майнингу. Чем обусловлены данные предложения? Эти предложения были обусловлены тем, что, как мы знаем, в связи с запретом на деятельность по майнингу криптовалют большая часть оборудования была фактически передислоцирована в частные жилые дома. И объем потребления физических лиц непосредственно, где могут быть расположены данные машины или оборудование, идет повышенное потребление, а тариф применяется обычный, как для физических лиц. Поэтому предлагается внести данные изменения для того, чтобы мы могли регулировать данный процесс с точки зрения применения тарифной политики. Кабмин снизил вывозную пошлину на лом черных металлов, так как цена на рынке лома снизилась. Чтобы помочь местным предпринимателям, Минэк предложил до 1 марта применять пониженную пошлину. Республиканское унитарное предприятие «Абхазавторесурсы» обратилось в Министерство экономики с предложением о временном изменении экспортных цен на лом черных металлов в связи с падением стоимости реализации черного металла. Мы поддержали предложение компании, потому что действительно есть изменения в ценообразовании, но при этом предложили краткосрочный период действия данного изменения. Предусматривается, что экспортная пошлина снизится с 40 до 30 долларов, то есть на 10 долларов, и будет действовать по рекомендации Минфина до 1 марта. Далее будет действовать старое постановление. Большинство вопросов повестки дня касались имущественных отношений. Было выделено несколько участков под строительство в Цандрыбше, Гулерыбше, Пицунде и Чемчирском районе. Продлили аренду санатория «Абхазия» на 28 лет. Перевели в категорию подлежащих приватизации несколько объектов Сухумского рыболовецкого хозяйства. Одобрили аренду Гудаутского кирпичного завода. А также передали объекты недвижимости Сухумского аэропорта администрации Гулерыбшского района. Связано это с тем, что для инвестора жилые дома, которые находятся на балансе аэропорта, станут
станут непосильным бременем. Они на балансе аэропорта находились. Это авиагородок, который, значит, вот как въезжаете, значит, где терминалы с левой стороны, который там, значит, там целый действительно городок, много многоквартирных домов, детский сад, свои котельные и прочее, прочее. Вот. Но сейчас, наверное, тут более специалисты дополнят меня, так сказать, меня. Инвестору, естественно, это социальный блок. Тянуть – это уже серьезная нагрузка, понимаете? Поэтому, естественно, это переходит к администрации. Но и территория переходит к администрации там. Также члены правительства одобрили изменения в порядке применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов. Теперь предельные цены будут устанавливаться ежемесячно, чтобы оперативно реагировать на поведение рынка топлива. Идет значительное снижение цены на бензины марки АИ-92. Соответственно, есть обращение некоторых поставщиков относительно того, что достаточно сильное снижение идет. И в целях того, чтобы мы оперативно реагировали на такое изменение, мы предлагаем, значит, регулирование, применение торговых надбавок, которое было раньше определено в период 1 квартал, перевести в режиме ежемесячного, значит, определения цены. Таким образом, мы быстрее будем, скорее всего, реагировать на изменения цен. Также на заседании Кабинета министров был принят ряд решений, не имеющих принципиального значения для жизни страны. Например, переименование Министерства просвещения и языковой политики в просто Министерство просвещения. И ряд других решений. Марьяна Котова, Инала Гухава, Абаза ТВ. Законопроект о республиканском бюджете на 2023 год будет вынесен на ближайшее заседание сессии парламента для принятия во втором чтении. Состоялось расширенное заседание Комитета Народного собрания парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Депутаты также рассмотрели проект постановления об утверждении сметы расходов Национального банка на 2023 год. Также была определена аудиторская организация в целях проведения внешнего аудита Национального банка. Депутаты приняли решение предложить парламенту рассмотреть и эти вопросы на ближайшем заседании сессии. Исключительно на государственных программах кардинально изменить ситуацию с инвестициями и поднятием экономики вряд ли получится. Необходимы частные инвестиции, сказал заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвович в ходе видеомоста Москва-Минск, Бишкек, Ереван, Сухум, Цхинвала об итогах сотрудничества на пространстве ЕС в 2022 году в понедельник, 26 декабря. Исключительно на государственных программах прям существенно, кардинально переломить ситуацию с инвестициями и с поднятием экономик вряд ли получится. Нам необходимы частные инвестиции, и нам, и вам необходимы частные инвестиции. Я знаю точно, что российские инвесторы, крупные, серьезные, ответственные инвесторы готовы эти инвестиции осуществлять и в Республику Абхазия, и в Республику Южная Осетия. И то, что мы с вами делаем на сегодняшний день, работу по гармонизации законодательств, в первую очередь в сфере принятия нормативных актов, которые бы гарантировали сохранность и обеспечение инвестиций иностранных инвесторов, причем не только там в сферу санаторно-курортную или бальнеологическую, но и, например, в такие важные сферы, как энергетика, как логистика и транспорт. Если здесь государство будет на уровне законов гарантировать, что эти инвестиции, возможны, и, им обеспечен режим защиты и сохранности, я вас уверяю, от этого экономики республик только выигрывают, потому что действительно они создадут возможность для прихода очень серьезных инвестиций, частных денег в республике, которые, на мой взгляд, очень серьезно и очень положительно повлияют на развитие республиканских экономик. И, повторюсь, от этого выигрывают только и вы, и Россия, и наши российско-абхазские и российско-остинские отношения. Памятник Владимиру Аршбу установят в парке Славы в Сухуме. Под председательством министра культуры Даурукова 26 декабря состоялось заседание Государственной комиссии по монументальному искусству.
Как сообщает пресс-служба Минкульта, было рассмотрено обращение Минобороны, партии Амцахара и общественной организации АРО об установлении памятника Герою Абхазии, кавалеру ордена Леона, первому министру обороны Республики Абхазия, генерал-лейтенанту, первому председателю АРО Владимиру Георгиевичу Аршба. Члены комиссии приняли единогласное решение об установке памятника Владимиру Аршба в Парке Славы в городе Сухум. Медали за самоотверженную борьбу с COVID-19 глава Минздрава Эдуард Будба вручил генеральному директору АМАБЭЛ Борису Барциц, специалисту по программам здравоохранения и питания ЮНИСЕФ Мадине Сулава, рестораторам Медеи Кварацхели и Саиди Лейба. Каждый из них внес свой весомый вклад в большое дело борьбы в период пандемии коронавирусной инфекции. С начала года культурно-благотворительный фонд Ашана помог более 50 детям. Как сообщает «Спутник», с января по ноябрь 2022 года на лечение детей собрано более 15 миллионов рублей. Беспрецедентная цифра для Ашаны за все 11 лет существования. Эти деньги были направлены на помощь более 50 подопечным. В уходящем году, помимо ежегодных акций, фонд организовал несколько новых. Так, при поддержке Министерства здравоохранения был запущен новый медицинский проект «Здоровое поколение», в рамках которого в республику были приглашены ведущие специалисты из России и Армении, которые бесплатно обследовали детей. Общественное объединение «Русская община Абхазии» при поддержке Московского благотворительного фонда содействия культуры и спорта «Юн Олимп» оказала финансовую помощь Минздраву Абхазии в приобретении медицинского оборудования для республиканской детской больницы. По словам министра здравоохранения Эдуарда Будба, на спецсчет ведомства от Русской общины Абхазии получено пожертвование на сумму 9 миллионов 500 тысяч рублей. Показания потерпевшего снова не огласили. Очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года снова завершилось отказом в удовлетворении ходатайства об оглашении показаний Рустама Шамба. Он пребывает на лечении в России и не может лично присутствовать на суде. Суд посчитал представленные доказательства недостаточными. Подробнее в ближайших выпусках Надежда Боровикова. Информация правоохранителей СГБ Абхазии возбудила уголовное дело на 28-летнего уроженца Ткварчала Даура Буава, которого подозревают в госизмене. Обвиняемый в госизмене, согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, страдает психическими расстройствами, эмоционально неустойчивое расстройство личности, импульсивный тип, неоднократное с вредными последствиями употребление синтетических каннабиоидов. Об этом сообщает пресс-служба СГБ Абхазии. Сухумский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданок Киргизии, обвиняемых в сбытии наркотиков в столице Абхазии. Об этом сообщает Генпрокуратура Республики. Алтынай, Акбари, Кызы и Артегул Тагайбекова приговорены к 15 годам заключения в колонии общего режима. Каждая из них должна будет выплатить штраф в доход государства в размере 600 тысяч рублей. Об итогах работы Министерства внутренних дел в оперативном обозрении МВД Абхазии. В ходе осмотра автотранспортного средства под управлением жителя города Сухум Царгуш Вадима Витальевича, 1976 года рождения, остановленного в результате проведения рейдовых мероприятий по улице Гумистинская сотрудниками первого отдела милиции столичного УВД совместно с уголовным розыском отдела внутренних дел по Гулрыбскому району, изъят автомат системы Калашникова калибра 7,62 мм со снаряженной обоймой. Аналогичные боеприпасы хранились отдельно в матерчатом предмете. В общей сложности сотрудников милиции изъято 50 патронов калибра 7,62 мм. Согласно справке экспертов, вышеуказанный автомат технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми. Вадим Царгуш отпущен под подписку о невыезде. Последнему предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, а именно в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Расследование проводит отдел дознания УВД по городу Сухум.
В аналогичном преступлении обвиняется житель столицы Чагава Дамир Витальевич, 1991 года рождения. Мужчина незаконно приобрел и перевозил в управляемом автотранспортном средстве пистолет, который был изъят сотрудниками уголовного розыска первого отдела милиции при проведении рейдовых мероприятий совместно с отделом ГАИ УВД по городу Сухум. Как впоследствии установлено экспертами, изъятый у гражданина Чагава пистолет переделан кустарным образом и захвачен в боевой технической справе, пригоден для производства выстрела. 2 единицы боевого оружия изъяли сотрудники уголовного розыска Гудаутского районного отдела внутренних дел. Пистолет кустарно переделанный и захолощенного в боевой. Также боеприпасы к нему незаконно хранил при себе житель села Дурипш Гумба Даур Алексеевич, 1969 года рождения. В отношении данного гражданина по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения подписка о невыезде. Аналогичное преступление вменяется жителю села Лыхны Чхети Соломону Тимуровичу, 1994 года рождения, у которого при личном досмотре изъят самодельный револьвер с патронами к нему. Расследование проводит группа дознания Гудаутского РОВД. Ранее в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в городе Сухум незаконно хранимое огнестрельное оружие, именно пистолет системы Токарева с патронами в обойме, был изъят у жителя столицы Гуни Адгура Тенгизовича, 1991 года рождения. Гражданину Гуни также предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Оперативные мероприятия провели сотрудники Управления уголовного розыска МВД совместно с уголовным розыском УВД по городу Сухум. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. В результате проведения рейдовых мероприятий в Ачимчирском районе сотрудниками милиции изъято наркотическое средство в крупном размере у жителя города Ачимчира Адлиба Астамура Витальевича, 1988 года рождения. Целлофановый пакет с растительным веществом изъят при обследовании транспортного средства, которым управлял задержанный. При личном досмотре у гражданина был обнаружен сверток с аналогичным веществом растительного происхождения. В совокупности исследуемого вещества у Астамура Адлиба изъято более 23,5 грамм наркотического средства каннабис, что является крупным размером. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьей 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Оперативные мероприятия провели сотрудники УУР МВД совместно с уголовным розыском Ачимчирского РОВД и райотдела Гудаутского района. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Ачимчирскому району. Гражданин Адлиба помещен под домашний арест. Чабалов Роланд Астамурович, 1990 года рождения, проживающий в городе Сухум, привлечен к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотического средства в крупном размере. А именно наркотическое средство метадон у мужчины изъято в ходе личного досмотра. Последний, будучи доставленным в отдел внутренних дел по Гудаутскому району, собственноручно выдал имеющееся при себе запрещенное вещество. Как пояснил задержанный, данное наркотическое средство он приобрел за 16 тысяч рублей с целью личного потребления. Гражданин и сам пребывал в состоянии наркотического опьянения аналогичным веществом. Ролан Чабалов был задержан на посту ГАИ Приморская сотрудниками УУР МВД в ходе совместных оперативно-рейдовых мероприятий с уголовным розыском Гудаутского и Ачимчирского районных отделов внутренних дел. Также на посту ГАИ Приморская был задержан житель поселка Агудзера Булырыбского района 1996 года рождения Мурузити Александр Юрьевич. Мужчина увлечен в незаконном хранении сильнодействующего наркотического средства мефедрон в крупном размере. У последнего сотрудники уголовного розыска Гудаутского РОВД изъяли наркотик в ходе рейдовых мероприятий совместно с отделом ГАИ райотдела. В городе Гудаута при проведении оперативно-профилактических мероприятий был остановлен автомобиль под управлением жителя села Бабышара Булырыбского района Джеля Астамура Георгиевича, 1987 года рождения. При осмотре автотранспортного средства, проведенного в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району обнаружен целлофановый сверток с белым порошком внутри фасовочного пакета. Также в автомобиле гражданина Джеля изъят заизолированный сверток с аналогичным веществом, расфасованным в целлофановый пакет, как впоследствии установлено экспертами, наркотическим средством мефедрон. Гражданин пояснил, что данное вещество он приобрел для личного пользования. Последний является потребителем нарковеществ. На момент задержания, согласно акту медицинского освидетельствования, гражданин Джеля пребывал под воздействием наркотического средства метадон. По факту незаконного приобретения, хранения наркотического средства в крупном размере в отношении Астамура Джеля возбуждено уголовное дело. Расследование уголовных дел в отношении вышеназванных лиц проводит следственное подразделение Гудаутского районного отдела внутренних дел.
В канун новогодних праздников МЧС Абхазии проводит проверку мест продажи пиротехнических изделий. В частности, в Сухуми прошла совместная проверка сотрудников столичного пожарно-спасательного отдела и госстандарта Абхазии. Инспектирование не выявило грубых нарушений. Однако, по словам спасателей, продавцы допускали в своей деятельности некоторые мелкие нарушения, о чем были предупреждены проверяющими в устной форме. На устранение выявленных недочетов определен конкретный отрезок времени. Проверки мест продажи пиротехники будут продолжены. Новости о ГУМ. Научной библиотеке Абхазского госуниверситета имени Гуля передано более 500 экземпляров различной учебной и художественной литературы. Передача осуществлена в рамках договора о сотрудничестве между АГУ и Российским государственным гуманитарным университетом и при содействии посольства России в Абхазии, сообщает руководитель отдела информации и медиакоммуникации АГУ Алхаз Чхамали. Как отметила директор библиотеки Эмма Голландзе, работа над формированием перечня необходимых учебников велась в августе-сентябре нынешнего года. На церемонии присутствовали проректор по международным связям и экономическим вопросам Максим Гвинджи, сотрудники посольства России и представительства Россотрудничества в Абхазии. Компания «Аквафон» оказала спонсорскую поддержку для издания учебного пособия по изучению абхазского языка для детей дошкольного и школьного возраста. Благодаря учебному пособию дети могут изучать язык как с преподавателями в детских садах и школах, так и дома с родителями. При составлении пособия авторами был использован опыт британских, французских и российских коллег. Пособие академического уровня, при его составлении привлекались ученые-языковеды. Книга оформлена авторскими работами Яны Пинчук. Все изданные 300 экземпляров раздадут в учебные заведения страны. Это учебное пособие я посвятила Владиславу Арзанба, который очень сильно переживал по поводу незнания абхазского языка, абхазской государственности, будущего страны. Он еще отмечал очень такой важный момент, что другие народы тоже хотят знать этот язык. И мы должны сделать все для того, чтобы у них такая возможность была. Учебное пособие создано очень лаконично, удобно. Рисунки красочные. Они все авторские. Это пособие, уникальность в том, что грамматические конструкции идут. Они, не усложняя темп и не загружая и ребенка, и взрослого, и школьника, легко, играючи, может выучить двухуровневое, получить знания абхазского языка. Там словарный запас очень большой. В начале этого года к нам обратились авторы данного прекрасного проекта. Мы с большим удовольствием решили поддержать данный проект, данное пособие по изучению абхазского языка, потому что компания «Аквафон» всегда уделяет особое внимание подобным проектам, которые направлены на образование, на изучение нашего родного языка. Прекрасное пособие, качество просто самое высокое, и я считаю, что это пособие внесет большой вклад в изучение нашего родного языка. Мы очень рады. Репортаж на эту тему смотрите в рубрике «Амшахтыс» в нашем эфире. В Русском театре драмы имени Фазили Искандера состоялась предновогодняя премьера детского спектакля «Алые паруса. Новогодняя феерия» по мотивам одноименной повести Александра Грина. Специально для постановки танцев в спектакле была приглашена хореограф из Москвы Софья Буржиева. Режиссер спектакля Джамбул Жордания. Слово Элеоноре Гилаян. Садитесь поудобнее и внимательно смотрите и слушайте. Договорились? В маленьком заснеженном городке на берегу моря жила девочка Ассоль со своим отцом, отставным моряком, мастерящим игрушки, чтобы заработать на жизнь. Однажды в зимнем лесу девочка встречает волшебника, который предсказывает, что к ней, когда она станет взрослой, приплывет принц на корабле с алыми парусами. «Алые паруса» в Росдраме – яркая музыкальная история.
Жители Коперны семью Ассоль не жаловали. На это у них были свои причины. О них маленьким зрителям поведают со сцены. В постановке занята почти вся труппа театра. Часовой спектакль совсем не напоминает традиционные детские елки, скорее адаптированную для детей классическую историю о возможном волшебстве. Отец! Скажи, почему нас так не любят? Надо уметь любить, а они этого не могут. А как это? Уметь любить? Вот так. Нужно быть настолько искренним, вот, чтобы они тебе поверили. Потому что взрослого, может быть, где-то можно обмануть, да, но ребенка не обманешь никогда. Поэтому это намного сложнее. Как признается исполнительница главной роли Лаида Тыркпа, она сама, будучи в возрасте своих нынешних зрителей, хотела стать Ассолью. И вот спустя годы ее желание сбылось. На сцене Русдрама ее Ассоль дождалась своего Грея. Родители, они знают эту историю очень хорошо, «Алые паруса». Даже я в детстве, я когда видела Ассоль, я думаю, я тоже хочу быть Ассоль. Но потому что она очень искренняя, очень добрая сказка сама по себе. И я думаю, что родители, услышав, что вот ставят Ассоль в театре, они обязательно должны привести детей. Потому что это то, что заставляет нас быть искренним, добрым, особенно вот сейчас, в новогодние дни, волшебство для детей, чтобы какая-то сказка родилась и на сцене, и в жизни у самых маленьких зрителей. Маленькие зрители окунутся в красивый, добрый, манящий мир сказки и обязательно проникнутся атмосферой настоящего новогоднего праздника. «Алые паруса» будут идти в Русдраме в полдень и 3 часа дня. Каждый день до 30 декабря. И в новом году со 2 по 5 января в то же время. Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. Спорт. Саид Адлиба стал золотым призером чемпионата Южного федерального округа по боевому самбо в Новороссийске. Чемпионат стал завершающим стартом в сезоне 2022. В весовой категории до 98 килограммов в очередной раз уверенную победу завоевал сухумчанин Адлиба Саид. Он тем самым завоевал путевку и на чемпионат России по боевому самбо в 2023 году, который пройдет в феврале 2023 года в городе Пермь. Сборная Абхазии по тхэквондо заняла первое общекомандное место на фестивале цветных поясов. С 23 по 25 декабря в спортивно-гостиничном комплексе Лоо-Арена города Сочи. В турнире приняли участие 250 спортсменов из регионов России и Абхазии. Абхазию представляли 36 спортсменов, которые завоевали 37 медалей различного достоинства. Также сборная Абхазии заняла первое общекомандное место. Сборная команда Абхазии по тайскому боксу заняла 3-е место в командном зачете на чемпионате и первенстве Краснодарского края. Республику Абхазия на турнире представляла сборная команда Федерации тайского бокса Абхазии «Георгий Победоносец», состоящая из 34 спортсменов из Сухума, Гудаута, Галы и Цандрыпша. По итогам турнира спортсмены Абхазии завоевали 6 первых, 4 вторых и 15 третьих мест. Также сборная Абхазии заняла 3-е общекомандное место. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 28 декабря в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности. В предгорьях дождь с мокрым снегом. В горах снег. Атмосферное давление повышенное, температура воздуха ночью плюс 2,7, днем плюс 4,9, температура морской воды плюс 11. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.